Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу.опоры. Приветствую всех телезрителей. В студии Светлана Кадырова, Хайр Лекич. Итак, накануне на пленарном заседании в Госдуме вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о нехватке 11 тысяч учителей в стране. И педагоги не исключение. По аналитическим данным, с января по июль этого года все больше вакансий в промышленном сегменте. Предприятия России искали монтажников, слесарей, конструкторов, технологов, мастеров. Перед началом летнего сезона гостиничного бизнеса и туризма выяснилось, что не хватает в стране официантов и поваров. Проблема с кадрами у медиков, в масс-медиа, в сфере транспорта, в ЖКХ. Тут уже казанские власти заявили, что техника к зиме готова, только людей нет. Поэтому тоже чего ждать от зимы, найдем ли кадры, как утолить кадровый голод, в чем причины такого дефицита кадров. Об этом сегодня говорим с экспертами из разных областей, с удовольствием их представляем. Родион Михайлович Карпов, первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Добрый вечер. Клара Алексеевна Тазидинова, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Добрый вечер. Артур Сергеевич Николаев, первый заместитель председателя Союза торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Приветствуем. Добрый вечер. Галина Михайловна Шарафутдинова, генеральный директор Ассоциации рестораторов и ательеров города Казани Республики Татарстан. Приветствуем вас. Впервые в студии Адель Дамирович Шагимарданов, заместитель генерального директора, руководитель аппарата Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолет России», госкорпорации «Ростех». Добрый вечер. Добрый вечер. Вячеслав Артурович Миллер, ресторатор, франчайзи «Додо Пицца», депутат от партии «Роста» в Совете Альметьевского района. Приветствуем вас. И сегодня с нами на скайпе будет Центр занятости населения города Казани Тимур Фагимович Мулин. Добрый вечер. Слышите нас? Добрый вечер. Да, замечательно. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас можно смотреть прямо сейчас в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения и кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Проверим сразу кнопки. У кого проблемы с кадрами? У всех. Синий, да? Так, синий, вы согласны. Так, вертолеты России говорят, все, в принципе, все нормально, все под контролем. Сейчас посмотрим, но посмотрите, как отреагировали интернет-пользователи на наш опрос. Мы спросили в начале недели, на вашем предприятии хватает сотрудников? Всего 16% опрошенных заявили, что все вакансии заняты. 72%. Большинство заявили, нет, очень нужны сотрудники. 12% заявили, что работают на себя. Зрителям мы задаем такой же вопрос. Результаты интерактивного голосования подведем в конце программы. А я вот спросила бы экспертов, это отражает суть или не отражает? Родион Михайлович, отражает? Я думаю, отражает, когда мы говорим о кадровой политике, о необходимости привлечения трудовых ресурсов на наши предприятия в отрасли. Мне вспоминается бессмертное стихотворение Джани Родари. Все работы хороши, выбирай на вкус, работы всякие нужны, работы всякие важны. И на самом деле, как в начале данной телепередачи сказали, нет, наверное, ни одной отрасли, которая бы не коснулась вот проблемы кадрового не голодала бы. Да, не голодала бы. И поэтому в 2021 году, в декабре месяце, 15 декабря, Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич проводил Совет Безопасности, который было посвящено прежде всего... Такой разгромный был тогда Совет Безопасности. Да. И именно и органы, республиканские органы исполнительной власти, бизнес, общественные круги, конечно же, мобилизовались, и очень большая работа именно сейчас проводится для того, чтобы привлекать нашу молодежь на производство, изыскивать различные ресурсы, в том числе и внешние, для того, чтобы нашу экономику наполнить рабочими руками, инженерами. Что вот сделано, такое... да, позже мы скажем, Родион Михайлович, но, в принципе, такой быстродействующей таблетки нет у нас, да, чтобы вот... Нет, здесь необходима большая, плодомерная, такая кропотливая работа, чем мы, в принципе, занимаемся. Система. Вячеслав Артурович, согласны с голосованием интернет-пользователей? Или вы там 90 поставили бы процентов нет? Согласен полностью, рабочих рук да. нет. Это проблема номер один для всего бизнеса сейчас, я думаю, не только общепита. Вот, будем решать. Вот сейчас я думаю, что... Почему я здесь? Мне многие говорили, зачем ты туда едешь? Что ты рисоваться будешь очередной раз? Нет, это настолько важная проблема. Людей искать. Да, я готов куда угодно ездить, чтобы пытаться как-то решить эту проблему, потому что она важна для всех, это номер один для бизнеса сейчас проблема. Клара Алексеевна, согласны с опросом интернет-пользователей или свой взгляд? Нет, безусловно, согласны. Мы это видим и на цифрах, и реально, как бы видим официальную статистику. И сегодня мы говорим о 45 тысяч вакансий. Есть проблема, причем проблемы есть как и в производственном секторе, так и, скажем, в сфере обслуживания. Ну, для себя мы
как бы делаем некие выводы, с чем это связано и почему так остро эта проблема стоит именно сейчас. Но это демографический фактор, один из первых, наверное, факторов. Ну и кроме того, сегодня мы говорим, что промышленный сектор у нас имеет полную загрузку практически. Соответственно, высокая заработная плата, высокий уровень жизни – это развивается сектор потребления. Почему как бы у нас люди готовы, скажем так, пользоваться массой услуг и хорошая покупательская способность. Ну и, наверное, есть некие свои последствия ковида, когда люди, сидя дома, поняли, что массу услуг, которые можно получать, в принципе, не выходя из дома, поэтому у нас работает, так скажем, интернет-торговля. Все на складах, да? Поэтому мы видим, что, в принципе, сегодня, да, и еду домой заказывают, и дома не готовят, и так далее, и так далее. То есть все услуги можно получить дома, и этот сектор тоже очень развивается. Соответственно, вот, а ресурс-то кадровый, он ограничен. Спрос у всех, а ресурс, он демография. Сергей. Ну, если я просто в торгово-промышленной палате уже более 20 лет. У вас с кадрами есть проблемы в торгово-промышленной палате? В том числе. Так, тоже есть, в самом аппарате. Хорошо. Если лет 20 назад все предприниматели говорили об административном нажиме, о проверках, о налоговых, о финансовых каких-то инструментах, что нехватка и так далее, то сейчас вот эта вот пирамида, и о кадрах никто не говорил. Вот, лет, не знаю, 15 назад было все более-менее нормально, все было понятно, адекватно. А пирамида перевернулась. Вот сейчас действительно первый вопрос, когда общаешься с предпринимателями, первый вопрос, который они задают, где взять кадры. Поэтому, тут сложно не согласиться с теми, кто поставил это как бы во главу угла сейчас из слушателей. Хорошо, спасибо. Адель Дамирович, на ваш взгляд, вы согласны, что действительно настолько остро стоит проблема сегодня? Вы же тоже сталкиваетесь, помимо вертолетов, вы еще сталкиваетесь, в принципе, с тем, что происходит вокруг. Верно сказано выше. Мы представляем работу почти для 5500 сотрудников. Последние полгода мы порядка 400 основных производственных рабочих набрали. Есть небольшой дефицит в связи с тем, что у нас идет рост гражданской продукции. Есть твердые заказы уже на 3 года вперед. Мы эту проблему решаем. Обучающие программы сократили. Раньше где-то это было 4-5 месяцев, сейчас 3 месяца. Решаем проблему путем повышения заработной платы. Небольшой дефицит присутствует, чтобы нам работать в 3 смены. В связи с ростом объема загрузки, в том числе и по линии гражданской и вертолетной техники. Да, чуть подробнее тоже потом остановимся. Сейчас завершим. Галина Михайловна, чего не хватает, кого не хватает? У вас всегда сложности были с официантами? Шеф-повара тоже были на вес золота всегда? Сложностей не было до пандемийного времени. И я даже могу сказать, был конкурс некий. После пандемии наша отрасль оказалась уязвимой, и мы потеряли такой престиж профессии, и даже есть такой слоган: ушли повара, водители, строители, торговые представители. И сегодня восполнить этот ресурс мы никак до сих пор не можем, делаем все возможное, идем уже не только к студентам в вузы и в колледжи, идем в школы, где проводим уроки гостеприимства и уже планируем идти в садики. То есть, чтобы профориентацию начинать уже с малых лет. Нет, вот, Вячеслав Артурович, мы тоже ходим и от ТНВ, мы ходим в университет и так далее. Я тоже помню, когда мы принимали... Нет, мы тоже ходим. Да, и это нормально. Нет, вопрос, про садики заговорили. Вертолеты в России, вообще это все было выстроено уже давно с колледжами, да, в том числе со школами. Это тоже у них работа. Может быть, поэтому не так сильно, может быть, это все и коснулось, хотя 126 вакансий, по-моему. Тимур Фагимович, на ваш взгляд, настолько ли острая проблема с работой в России? С работающими в России? Я могу ответить, что проблема острая. У нас на сегодняшний день в центре занятости зарегистрировано 18 тысяч вакансий. Рынок труда Казани готов поглотить более 10 тысяч рабочих рук. На сегодняшний день мы, помимо той ресурсной базы, которая у нас есть, это из числа безработных еще работу, изыскиваем иные варианты сотрудничества. Это в том числе и привлечение тех категорий, которые в настоящий момент не заняты на рынке труда. Это вот как... Правильно сказали, часть гостинично-ресторанного бизнеса в летний период это наши школьники выручают. Часть обеспечения кадрами промышленных предприятий это студенты тоже в каникулярное время. Хорошо, спасибо. Сегодня, кстати, в Госсовете был принят законопроект по допуску
детей 16+, насколько я понимаю, подростков к работе на производстве. Поэтому, ну, есть какие-то движения, что-то через законопроекты решаются. В общем-то, понятно, что проблема достаточно актуальна. Раис республики тоже говорил о том, что, в общем-то, это один из важнейших факторов развития экономики, квалифицированные кадры. При этом уже вот Клара Алексеевна говорила, комплекс, да, причин, каких, в принципе, привели к этой ситуации. Сейчас нам графику дадут, режиссер даст. В общем-то, долгосрочный фактор, действительно, да, говорят о том, что демографическая яма и сокращение в группах 20-29 лет. Это как раз вот, кто должен был прийти к вам, основные, ну и промышленность в том числе. Дальше, среди краткосрочных факторов, это дефицит рабочей силы на фоне пандемии коронавируса, частичной мобилизации. Есть отток талантов за рубеж, да, и смертность из-за ковид. Тоже это и спад притока трудовых мигрантов. Вот насколько вы согласны, в принципе, с тем, что вот как на ваших отраслях, какие основные причины? Родион Михайлович, вот, ну, в целом вот эти причины, что? Они все есть. Это мы не раз подчеркивали демографический кризис, и у нас порядка где-то 40% идет спад трудовых мигрантов. Но я думаю, тут есть более такие глубинные, глубокие причины. Нам надо работать с молодежью, именно популяризировать человека труда. Ну, вот вроде WorldSkills запускал, сейчас российский уже чемпионат. WorldSkills — это как олимпиада, фактически, среди вот трудовых. А надо вот больше, нам даже совместную работу вести, именно популяризировать рабочие профессии. То есть, чтобы у нас в приоритете тот, который работает у станка, тот, который где-то ездит на тяжелые вахты, который производит какие-то блага, автомобили, еще что-то. Вот это должно быть, прежде всего, с экранов, конечно, нести массы. Нужно снимать фильм «Большая перемена», но в том числе улицы, да, там, что там еще из таких. Все новое — это хорошо забытая страна. Вот я, допустим, когда высшее учебное заведение закончил, я же не пошел инженером. Я пошел помощником бурильщика работать, потому что мне мой руководитель, когда трудился, я тебе, говорит, могу сделать инженером. Но если тебе, говорит, получится, говорит, плохой инженер, тебе, говорит, надо минимум полгода поработать на производстве в самом низу. И это была школа. А через полгода вы были уже инженером? Да, инженера самый, получается, технический инженер, у меня зарплата была меньше 9 тысяч рублей. Хотя я по МБУРам получал 17 тысяч рублей. Но если ты хочешь карьерный рост, ты должен был где-то тоже пойти на какие-то, получается, жертвы. И дальше больше. То есть это вот такая советская система была, и, наверное, что-то хорошее из нее, а много было хорошего, надо ее сейчас также применять. Опять же, должен быть институт наставничества. Когда я пришел на производство, я не был предоставлен сам себе. Меня на производственную площадку пустили только через месяц. Сначала старший товарищ бурильщик меня всему научил, коллеги мне показали, извините за выражение, как кувалду держать, как подходить к ключу буровому. То есть и только потом, и я даже когда стал мастером, я также учил тех, которые вот молодые помбуры ко мне приходили. То есть это есть. И, конечно же, большой пласт социальной работы, это как вот от школьной скамьи надо заниматься. У нас очень многие предприятия такие ведущие, как Татнефть, как Сибур, как КВЗ, как КАМАЗ. Есть классы, есть даже уже дошкольные группы, есть целые движения, которые возглавляют. Детские сады уже, других, да, авиационный завод, все. То есть направлено одно, чтобы воспитывать наше поколение. Это когда результат-то будет? А я поэтому и говорю, это должна быть совместная, такая планомерная, большая работа. Просто так вот эту проблему не решить. Что у вас, Родион Михайлович, когда вы выбирали это помбуром, чтобы стать помощником бурильщика, у вас вообще какие мотивации, по какому принципу вы работали тогда, вот то поколение, по какому принципу выбирало работу? Как сказать, ну, у меня, наверное, воспитание... Карьеру все-таки выбрали в этой ситуации, в ущерб деньгам, зарплата не стала? Это воспитание в семье, то есть у меня папа работал в системе Татнефти, мама педагог, и то есть так получилось, то, что когда шел выбор профессии, мне сказали, обязательно надо идти на производство, я хотел пойти юристом, у меня были там задатки, я гуманитарий. Спасибо родителям, да? Ну сказали, вот ты, говорит, давай, получи, говорит, рабочую профессию, да, устройся, да, сделай. А дальше, говорит, вот кем хочешь, тем и иди работай. И так получилось, что в промышленность влюбился, и юристом я не пошел. Поэтому. И я нисколько не жалею, и наоборот считаю, это было очень правильным решением. Хорошо. Клара Алексеевна, в каких районах Татарстана мы можем сегодня проанализировать кадровый голод наиболее ощутим? Ну, наиболее ощутим это наши промышленные центры. Безусловно, Казань, где большое количество предприятий различных отраслей, да, то есть не монопрофильная структура экономики, ну и Закамская зона. Челны, Елабуга, Нижнекамск, Менделеевск. Вот эти как бы территории, которые вызывают... С чем связаны?
Ну, если говорить о Закамской зоне, то, безусловно, тут территория с особыми режимами, практически на одной площадке. Это и все эти города, которые перечислила, все они относятся к ТАСЭРам, где предоставляются льготы, где приходят новые резиденты. Как бы это делалось во благо, потому что эти территории относились, так скажем, к территориям с моноструктурой экономики. И никто не забывает, наверное, пожар КАМАЗа, и когда все челны встали. Да, для этого как бы вот была выбрана такая траектория политическая и экономическая, к тому, что нужно развивать другие производства. И, соответственно, вот эти территории, туда охотно идут резиденты, а кадровый ресурс, и все они находятся, в принципе, в 50-80 километрах друг от друга, а кадрового ресурса там нет в таком количестве. Ну, Казань это традиционно, это уж центр Какие нашей сферы экономики. в Казани наиболее болезненные? Промышленный сектор, строительный сектор. Все-таки строительство у нас оно работает. Но, кстати, вот да, говорили, какие вроде наиболее сложности. Сразу хочу сказать, что бюджет тоже оказался в этой ситуации далеко не в лучшей ситуации. У нас сегодня не хватает 2000 врачей, 1700 педагогов. У нас не хватает и в социальной сфере, и в сфере культуры, тем более, что на фоне, так скажем, стремительного роста заработных плат производственного сектора, а бюджетный сектор сегодня у нас немножечко теряет привлекательность для молодежи. Клара Алексеевна, вы кем начинали трудовую карьеру? С чего начинали? Если уж мы сегодня ударились, воспоминания. Я просто, когда Родион Михайлович говорит, да, профориентация, когда я училась, профориентация в школах была УПК. Я проходила тесты, как сейчас помню эту картинку. По склонностям я должна была быть либо медиком, либо юристом, так же, как вот... А я по УПК был экономистом. Вот. Ну, стала экономистом, да, не в медицину, вот, ну... К стыду, да, мама у меня тоже медик была, а к стыду своему не пошла в медицину, потому что не очень хорошо знала химию. Мечта моя и, так скажем, посылы к профориентации не сбылись из моей, ну, так сказать, не успеваем, не то что не успеваемости, но не отличной учебы по данному предмету. И я выбрала финансово-экономический институт, получила специальность экономика труда, и, в принципе, ну, можно сказать, как пришла в эту сферу. Пришла экономистом с заработной платой в 125 рублей, так? Так, хорошо. У вас хотя бы тестирование было и выбор был. У нас был в нашей деревне это был девочки-продавцы, а мальчики солят. Так что Вячеслав Артурович продавец по УПК, если что. Я была вообще программистом, училась на языке ассемблер. Просто когда я закончила, этот язык уже нигде не использовался. Но в принципе как бы... Это как Basic какой-нибудь, да, что-то такое? Ассемблер такой язык. Ассемблер такой, нет, уже не помним. Галина Михайловна, согласность, что больше всего из графика, вот сейчас у нас убрали, конечно, повлияло на вашу сферу. Отток трудовых мигрантов тоже был? Нет, на нас повлияла демографическая яма. Отток мигрантов, он на нас не повлиял, потому что в Казани, конкретно в Татарстане, привлечение миграционных работников практически отсутствовало. Москва, Санкт-Петербург, они работают с другими странами. У нас все-таки была основа и база, это местные люди, которые живут в Татарстане. Поэтому для нас только демографическая яма и уязвимость отрасли. Вот здесь этой причины не было, но вот она послужила и очень серьезно. У меня повара, кто работали после пандемии, я встречала, и они говорят, что мы не вернемся в профессию. Один ушел в строители, пока мы были закрыты 3 месяца, и он говорит, я увидел там, что можно работать, там заработки выше, в тот момент у нас невысокие зарплаты были. И у него по времени, он пятницу-субботу проводил с семьей. Да, там сложнее физически в каких-то моментах, но тем не менее они увидели немножко другую жизнь, и они пошли в строители. Я могу сказать, что и офис-менеджеры есть торговые представители. Кто-то пошел в свободное плавание, в свободный график. Курьерские службы развивались, и они ушли туда. И мы, к сожалению, и по зарплатам были неконкурентоспособны. И поэтому уповать как бы не на что. Мы не сложили ту атмосферу, ту обстановку, которая позволила бы в этот сложный момент сохранить нам персонал. Но после этого еще 3 года практически люди не хотели идти. И был год, это 21-й, когда даже студенты не поступали на наши факультеты. То есть через 5 лет из 2 вузов не выйдет ни одного технолога общественного питания. Но мы с 21-го года ведем огромную работу
по популяризации именно профессии повара, что для нас очень важно. И я могу сказать, что в этом году был конкурс, в 2 колледжах был конкурс. Сколько на поваров? 4,5 человека на место. И вот это, вы знаете, для нас, наверное, самая лучшая награда тех действий, которые мы предпринимаем, и будем делать еще больше для того, чтобы вовлечь обратно в нашу профессию. Насколько, в принципе, не хватает человек так по отрасли? У нас до 30% в каждом предприятии вакансии открыты. С чего-то вы начинали, Галина Михайловна, у нас? Я по первому образованию технолог молочной промышленности. Так, и когда я получила диплом, я была уверена, что я сейчас приду и буду главным технологом на заводе молочном. Вы из такого поколения, которое, как сегодня, сразу главный технолог. Да, и мы приехали в Мамадыш, в Тетюши, тогда было распределение на 3 года. Мы приехали в Тетюши, и мы увидели небольшой такой очень старый заводик, и нам говорят: так, одевайте сапоги, перчатки, идите мойте сыры. Мы говорим: как? А где кабинет, где управление? И таким образом потом мы перераспределились в Альметьевск на молочный комбинат. Там уже чуть повыше я работала в заквасочном цехе, но тоже в резиновых сапогах, в перчатках, потому что технолог один на все предприятие, и эти люди, как правило... Фактически главный технолог вы были. Да. И таким образом рабочая профессия тоже прошла. И есть понимание, насколько человек труда, насколько рабочая профессия, она ценна, важна, и насколько необходимо нам сейчас сделать все для того, чтобы люди повернулись лицом к этой профессии. Но для этого нам надо создать все условия. В первую очередь, это материальную базу. И сегодня мы до начала обсуждали, что не хватает. Есть люди в районах, которые готовы бы работать, но нет возможности проживания. То есть надо вернуться к общежитиям, к социальному жилью, к домам, которые в найм. Да, возвращаемся к этой системе. Пожалуйста, Адель Дамирович, примерно по цифрам вы сказали уже, да, что набрали 400, где-то 126, по-моему, по вакансиям есть. Каким образом вы мотивируете? То есть, если если набираете, то вы как-то мотивируете? Вот потом мы узнаем, что вас мотивировало при выборе. Что из мотиваторов? Мы мотивируем прежде всего социальным пакетом нашим стабильным. Что входит, и уникальным. Адель Дамирович? Это входит и жилищная программа. Так, мы увеличили главное, да? первоначальный взнос по ипотеке, это 1 200 000. Это и медицинское обслуживание, и компенсация спортивного учреждения абонемента до 50%. Питание субсидируем или на льготной основе предоставляем. А также возможность участия в спортивных мероприятиях многочисленных, где мы занимаем лидирующие места. Ну, конечно же, нас привлекает, в последнее время мы увеличили заработную плату, порядка 90 000 рублей у нас основные производственные рабочие получают. И уже с 1 ноября текущего года принято решение руководством завода по согласованию с управляющей компанией вертолетами России. Мы основным производственным рабочим поднимаем на 10%, а с декабря этого года 10% поднимаем всем категориям работников вертолетного завода. Кроме того, мы согласовали в бюджете с января, уже январь-февраль, мы также предусмотрели повышение роста заработной платы, там порядка 10%. Каждый месяц поднимаете. Вы сейчас, Вячеслав Артурович, переживаете уже. 10%. Такой пакет, тут мы сейчас потеряем. Я понимаю, наш главный конкурент. Я понимаю, что нас слушают уважаемые слушатели, нас смотрят, поэтому мы говорим, и новости это объявляем сейчас в прямой эфир, и уникальные условия создали. Прежде всего, инфраструктура. Мы модернизировали и цеха, и производство. Кроме того, строим учебный центр, порядка 16 000 квадратных метров, где мы будем обучать сами на территории предприятия 38 профессиям для предприятий, госкорпораций. Ресурсный центр такой, да, получается? Ресурсный центр, да. Мы и будем обучение, и моно, и мультиквалификация давать, тоже уже на местах, не отходя без отрыва от производства. Хорошо, Адель Дамирович, нет, на самом деле потрясающая работа, по крайней мере, по набору на данный момент, и с ресурсным центром решение проблем на будущее, в том числе и квалификация. Да, стоит отметить, что мы для ученика, сейчас мы обращаем внимание, в последнее время откликаются на наши вакансии, это бывшие государственные служащие, банковские служащие, преподаватели, парикмахеры к нам идут. Пожалуйста, обучите нас, мы хотим у станка стоять, потому что понимают хорошие условия. Сколько обучения? 3 месяца сейчас, вы сказали, сократили, в зависимости от программы, от профессии, от 3 до 6 месяцев.
И уже достаточно быстро госслужащему стать сотрудником предприятия, по идее. Уже, да, получают разряд. И в момент обучения мы платим 35 тысяч рублей до момента получения разряда. А уже выработка первые 3 месяца, если он не дотягивает до 35 тысяч рублей, мы уже доплачиваем и стараемся этот момент регулировать вплоть до 9 месяцев. Так мы воспитываем своих, и поэтому у нас благодаря этой программе адаптации у нас текучесть, она снижается. Кроме того, мы доплачиваем не только ученикам, но и наставникам. И закрепляем, не только наставим, мы закрепляем еще в бригаду. И ученик приходит, он уже знает своего наставника, бригадира, начальника участка, свою бригаду знает, свое место. И уже когда ускоренные программы мы совместно с колледжем Дементьева, который является опорным нашим СУЗом, мы разработали ускоренные программы, и они на базе нашего предприятия, теория там, практика здесь. И они уже знают, кто у них будет будущий начальник цеха, мастер и так далее. Вы сейчас прервать. Все-таки, а вы с чего начинали свою трудовую карьеру? Ну вот Родион Михайлович мечтал стать юристом, я тоже мечтал стать юристом. Так, 2 несостоявшихся юриста, 3 даже, да? Клара Алексеевна тоже почти с вами. Мы, конечно, начинали игрушечками, работали, и у меня и свое дело у нас было, и работали в частной компании. Успел поработать на госслужбе порядка 8 лет. А сейчас на государственном предприятии более 5 лет руковожу службой и персонала, и правовой блок за мной. Мотивировало при выборе первой работы, особенно при определении, построении карьеры? Что было мотивацией? На зарплату смотрели, на престиж? Наверное, стабильность все-таки. И все-таки у нас в Татарстане юриспруденция в России, она все-таки в лидирующих позициях, и здесь хорошая и база, и все условия, в принципе, созданы. И вот это и мотивировало. Начинали тоже и успел некоторое время и в прокуратуре помощником следователя поработать буквально там 4 месяца. Витиеватые пути к рабочей профессии. Во время студенческих лет. Артур Сергеевич, там до рекламы минута, но сколько успеем. Вот что из вот этих причин, не убирайте, пожалуйста, графику, оставьте ее. Как вы считаете, что все-таки, либо есть еще факторы, которые повлияли? И мы их, вот у Галины Михайловны было, то есть оказалось, что вот уязвимость отрасли на период пандемии. Ну, демографический, наверное, кризис, это все-таки самое главное и самый существенный такой элемент, который влияет в данном случае, но все остальные тоже сильные факторы, и мы видим, как происходят изменения и в кадрах, и действительно нужны многим компаниям уже готовые, сквалифицированные кадры. Вот, где эти кадры брать, где обучать, вот эти моменты тоже присутствуют. И вот то, что Родион Михайлович говорил, на самом деле, через студенческие отряды сейчас очень много работы идет. И мы вот тут как раз торгово-промышленная палата очень плотно работает. Мы 3-й год проводим конкурс «Лучшая принимающая страна», компания, принимающая студенческие отряды. У нас более 12 тысяч студентов проходило в этом году за лето, именно работало на производственных площадках различных в Татарстане. К нам приезжали на особой экономической зоне, из 21 региона приехали, 18 отрядов, то есть мы и на особую экономическую зону более 900 человек. Ну, это в дальнейшем, да. То есть это как раз такая вот возможность, начиная от Питера до Омска, то есть, со всей, в принципе, России приезжали студенческие отряды. Хороший ход показать. И лучшие, и лучшие могли приземляться через этот механизм. А кем мечтал быть зампредседателя торгово-промышленной палаты? И кем стал? Про палату я точно не знал тогда. Это могу точно сказать. Ну, вообще у меня образование физическое, на самом деле, физфак. Так. Начинал с лаборанта. Предлагали инженерам в университете, но лаборант получал на 10 рублей больше тогда. Это 91-й год. Мотивация, зарплата была конечно. более существенная. Тут стабильность все-таки, Адель Дамировича, у Родиона Михайловича мечта, да? Нет, не мечта. Фундаментальная профессия и дальнейший карьерный рост. Да. Не на зарплату, а наоборот, чтобы инженером стать. Да, он даже зарплату потерял потом. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключать. Мы продолжаем обсуждать дефицит кадров в Татарстане. Что с этим делать, какие причины, какие проблемы, как их решить. И вот остановились мы сейчас, наверное, Вячеслав Артуровича, который нам расскажет, кем мечтал быть и что его мотивировало, и кем стал, да? То есть кем мечтал, с чего начал, и как карьеру строил Вячеслав Артурович для начала. Ну, мечтал, я очень люблю животных, дома кого только не... Да, именно, я поступил в Самарскую сельскохозяйственную академию,
когда-то. Вот, закончил ее, но к тому времени, пока закончил, умудрился первый раз жениться. Вот. Нужно было семью кормить после этого. А когда я уже закончил институт в 95 году, наступил там кризис очередной. Когда я вышел по направлению, тогда были направления. То есть я ушел по направлению, четко понимал, куда я иду, куда приду. Это, кстати, вот один из вопросов, который сейчас, так скажем, тоже бы хотелось бы возобновить из системы СССР. Да? Когда, распределение. Да, распределение, когда студент четко уходил, зная, куда он через 5 лет придет работать. Вот. А сейчас у нас выпускаются наши студенты и уезжают куда-нибудь на Запад. И работают на недружественные страны в большинстве. Вот. Или в Таиланде где-нибудь на удаленке. Поэтому нужно эту систему возвращать. Но вы же по распределению так в итоге не работали. В итоге я вышел, предприятие, куда я на ГРЭСе собиралось рыбоводческое хозяйство открываться, оно не открылось, и мне пришлось тоже грузчиком поработать. Ну, чтобы семью содержать. Года полтора, да. Дальше меня там заметили с высшим образованием и грузчиком, ну, в общем, начал расти и, соответственно, в общем, остался в сфере там торговли и дальше уже там свое дело начал. Ну, что удивительно, почти ни у кого, в принципе, своя профессия, начальная специальность, да, не оказалась главной. Да. То есть, если мы говорим сегодня о профориентации, Родион Михайлович, в том числе, может быть, все-таки другое сегодня поколение, на самом деле, и подходы нужны более другие. По вашей отрасли, что ударило больше всего из тех факторов, которые мы перечисляли? Демографическая яма? Нет, я считаю, что надо честно смотреть, как говорится, на эту проблему. Больше всего ударила нас мобилизация. Вот, то есть, когда все это началось, разбежались. Ну, надо говорить о том, что наши основные сотрудники это 18-25 лет. А это та самая категория, которая попала либо под мобилизацию, либо начали бегать и уехали из страны. Да. И, соответственно, вот растеряли мы там какую-то часть ребят своей команды. Вот это для нас основная была причина в основном. То есть остальное с мигрантами, с мигрантами тоже есть проблема. У нас какая-то часть ребят, студенты из Узбекистана. Я как бы не сказал, что нет у нас ребят. У нас порядка 20% было до СВО. Вот именно ребят, которые работали, учились и работали у нас. Вот. Сейчас их все меньше, они заканчивают. Раньше они оставались в Казани. Сейчас, в связи с конъюнктурой вот этой вот долларовой и так далее, то есть они уезжают. Ну и плюс, как бы опять надо быть откровенным, наши органы сейчас очень жестко взялись за мигрантов. Миграционная политика, да. И поэтому их все меньше и меньше. Вот, это тоже повлияло. Да, это тоже Смотрите, повлияло. что сделал еще Вячеслав Артурович. ТПП был круглый стол по поводу кадрового дефицита. Вы заявили тогда, что 6 миллионов безработных в России это просто бездельники. Почему? Ну, я так не был так категоричен, конечно. Это пресса мне приписывает такие категоричные заявления. Я считаю, что безработицы в нашей стране нет. Вот это я конкретно сказал. Вот. Я готов обосновать, что на самом деле каждый там предприниматель сталкивался с тем, что к нему приходили просто сотрудники, не сотрудники, а значит, состоящие в центре занятости люди со справками, с просьбой просто печать поставить и быть свободными. Вот. То есть этих людей большинство, к сожалению. И эти люди, которые сейчас там состоят, я больше чем уверен, мы их, все присутствующие бизнесмены, они как бы с удовольствием к себе приняли бы на работу, дали им работу, достаточно обеспеченные были бы ребята, но они просто не хотят. Вот и все. Я считаю, что большинство из них просто не хотят работать. Тимур Фагимович, как, на ваш взгляд, основные проблемы, которые привели к кадровому дефициту? И что сегодня-то в Казани? Насколько голодаем кадрово? Ну, кадровая потребность у нас практически во всех отраслях экономики по Казани, так как у нас и в целом в столице республики, скажем так, дифференцированная экономика, все отрасли у нас развиты. И постковидный рынок труда показал то, что, опять-таки, люди стали ценить больше себя. При выборе работодателя все-таки относятся к вопросам именно не только заработной платы, но и социальных гарантий. Очень популярный спрос у соискателей стали такие социальные гарантии, как полис ДМС. Это когда работодатель, образно говоря, за своего сотрудника оплачивает его медицинские расходы.
В целом, по безработице у нас в Казани очень низкий уровень безработицы, он все-таки имеет тенденцию на снижение. На сегодняшний день это 0,3%, что в численном эквиваленте 2291 человек. По потребностям, ну, мы условно у себя поделили рынок труда на три составляющие. Это низкоквалифицированные работники, вакансии, которые требуются, квалифицированная рабочая специальность и творческие специальности. И, на наш взгляд, все-таки здесь на рынке труда у нас имеется некий дисбаланс в сторону творческих, скажем так, профессий. Это творческими мы относимся и IT-профессии. У молодежи какие-то ценности сложились именно в части, вот, если говорим о популяризации рабочих профессий. Молодежь сидит в интернете, видит, скажем так, престиж IT-профессий, все стремятся в эту сферу, если даже не IT-профессии, но связаны именно с интернет-технологиями. Это и продажи, это и SMM-менеджмент, это и маркетологи. Все стремятся туда, числа молодежи. И вот этот дисбаланс необходимо каким-то образом поменять. И, на мой взгляд, здесь как раз-таки правильным будет, если предприятие промышленной отрасли включится именно в часть популяризации именно в молодежную среду, то есть ту среду, которую они считают, скажем так, для них интересной. Здесь, скажем так, казенный подход в популяризации рабочих профессий, он не подойдет. Спасибо, Тимур Фагимович. Вот, в принципе, тогда безработных почти нет, да? Всего 2000 человек, Лара Алексеевна. При этом кадровый дефицит огромный по отраслям. Там у каждого не хватает, на Галине Михайловне, по 30% на каждом предприятии. Люди-то где, в принципе? Это и есть серый рынок труда, мы можем предположить? Еще. Да? Я правильно понимаю? Лара Алексеевна. Да, давайте. Мы как бы эту тему тоже рассматривали, категорию. То есть, да, как будто физически в республике люди есть. Ну, условно, население определенное, есть трудоспособный возраст. Да, занятость растет. Это мы понимаем, что все равно экономика удовлетворяет свои потребности. Мы сокращаем как бы свои резервы для того, чтобы восполнить, ну, существующую потребность. Стали рассматривать, сколько вообще, в принципе, людей не работает и не занято у нас, находящихся в трудоспособном возрасте. Но это ни много ни мало, более 400 тысяч человек. Если смотреть категорийно, кто эти люди, ну, 200 с лишним тысяч у нас учатся. То есть это ребятки, которые выйдут на рынок труда в ближайшей перспективе. Дальше. Ну, порядка 50 тысяч мамочки находятся в декретном по уходу за ребенком. Дело нужное для государства. Здесь что можно сделать? Ну, здесь можно предложить женщине какой-то удобный, гибкий график работы, да? Который бы ей позволял совмещать в том числе, так скажем, ее материнство и работу, ну, хотя бы на частичной занятости ее использовать. Дальше идем в следующую категорию. Есть люди, которые вышли на пенсию досрочно, на льготные пенсии. Их больше 60 тысяч человек. Там резервы, да. То есть есть резерв, но здесь, конечно, понятно, надо их замотивировать, чтобы им было выгодно работать и предложить соответствующий, скажем, социальный пакет для того, чтобы они все-таки не сидели на одну пенсию, а старались еще. Ну и в том числе на федеральном уровне эта проблема часто поднимается, индексация работающим пенсионерам. Следующая категория, тоже, на мой взгляд, достаточно большая, это 78 тысяч человек у нас через социальный фонд получает пособие по уходу за инвалидами, включая пожилых, включая детей-инвалидов. То есть тоже большой резерв. Здесь, опять-таки, какие механизмы вывода вот этих категорий? Это также возможность того, чтобы все-таки их не лишали этих пособий, а позволяли, там, скажем, хотя бы определенные. Понятно, что человек должен осуществлять уход, ему же за это платят. Какое-то время он осуществляет уход, за какую-то часть все-таки ему позволяли бы платить. Для этого нужны дополнительные центры по уходу, да? Да, и система ухода, помощи там, да, родственникам, и в том числе и возможность все-таки, как сказать, не лишать их этого пособия, а позволять подрабатывать какое-то время определенное. То есть вот так дальше, если пойдем, достаточно потенциал большой. Но в целом вот так ориентировочно, скажем так, не имеют уважительных причин порядка 40-50 тысяч человек. И это, в принципе, близко к той цифре, которую приводят наши органы статистики, когда используют методологию Международной организации труда и говорят, что общая безработица. Вот мы говорим, регистрируем, Тимур Фагимович сказал 2000, по республике это 5000, но есть еще понятие общей безработицы, их вот у нас 43 тысячи.
Хорошо. Вот сейчас по поводу мотивации, Клара Алексеевна говорила, по поводу мотивации вы, в принципе, сегодня обсуждали. Ну, вот я на вас, Вячеслав, сегодня. Вы тогда же заявили, что зарплата сегодня не является главной мотивацией. Каким образом сегодня, в принципе, изменилось поколение приходящих на работу, да, соискателей? Изменилось оно или нет? Что сегодня для них мотивация? Вот все-таки, Адель Давидович, у вас, наверное, вы как аппаратчик, да, в этой ситуации крепкий. Какие выводы можно сделать, если вот, проанализировать соискателей, те, кого вы обучаете, что их мотивирует больше всего? Похвала. Мы прежде всего наблюдаем это, наверное, удобство. Вот мы создали на базе своего предприятия мини-больницу, здравпункт, где можно и полечиться, и сдать анализы, и пройти УЗИ. И мы ряд некоторых заболеваний обнаруженных мы уже ведем нашего работника, помогаем ему в медучреждениях. Все, полный цикл. То есть это тоже мотивация для них, да? Это мотивация, он не тратит время на переезды и так далее. Мы уже с декабря, с января запускаем стоматологический кабинет, где можно бесплатно лечить зубы. Также привлекает это, конечно, питание. Мы открыли по просьбе дополнительные столовые, улучшили питание и также открыли халяль-столовую по просьбе сотрудников. Вы сейчас всех перемаете, привлекает удобство. Кроме того, у нас есть вахтовые автобусы, мы раз договорились, и с метро возим, есть 2 маршрута вахтовые, где... Да, вот это понятно. Но в принципе, задаются зарплаты интересно сейчас? Зарплаты интересны, но мы ломаем, наверное, стереотипы. У нас больше 30% уже молодежь. Это порядка до 35 лет, и средний возраст у нас сокращается. Было в прошлом году 42 года, сейчас уже 41 год. И вот эта атмосфера дружелюбная, которая складывается в коллективе у нас, благодаря всем возможным социальным программам, мерам и, кроме того, спортивной жизни, мы участвуем во всех мероприятиях. Это все-таки сплочает. Команда образования очень большое внимание уделяет. И самое главное, это кадровый рост. Мы под каждого практически сотрудника программу включаем его дальше в резерв и так далее. За сколько, Родион Михайлович, у вас стал бы с помбура до инженера вырос? Вот если карьерная года лифт. 3, наверное. Полгода? 3 года. Да. 3 года, да? Полгода? Да, но смотря какая квалификация, и от него все зависит. Здесь еще во многом зависит, и от наставника во многом зависит. И вот эти все условия, они привлекают. Хорошо, Вячеслав Артурович, против, что не так? Я хотел бы только добавить, полностью согласен. Нематериальная мотивация – это очень важно. Есть такое понятие. Вот у вас что из нематериального? Из нематериального? У вас даже пицца материальная. Вот. Ну да. Естественно, все любят. Надо ориентироваться в первую очередь, отталкиваться от того, кто наши ребята, кто наша команда. Наша команда – это вот ребята 18-23 года. То есть даже вот такое ограничение. То есть для них команда образования больше, так называемых зумеров. А зумерам им деньги не нужны. Им нужно, чтобы было интересно. И свободный график. Да, свободный график. То есть мы вот в этом направлении действуем. То есть у нас понятие геймификации существует. Да? То есть у нас работа – это как бы игра своеобразная. Вот. Есть определенные соревнования. То есть также мы вот мотивируем и спортивные соревнования и так далее. То есть мы создаем, кроме материальных, команда образования у вас сейчас выходит, да? Больше ребята ценят именно вот эту вот команду, которой они работают. Каждый, кто там по каким-то причинам увольняется, если увольняется, да, он чуть ли не со слезами уходит, потому что им жалко оставлять этот коллектив. Отношения с коллективом. Галина Михайловна, вот если там поколение зумеров, как геймификация, я так понимаю, у вас все-таки сработала больше зарплата, да, и мотивация сегодня. Может быть, зарплата, либо что? Учитывая, что привлекательность упала, мы были вынуждены повышать материальный фонд оплаты труда. За год в 2 раза зарплата выросла. Какая средняя заработная плата? Сегодня у поваров 50 тысяч рублей. Это вот прям базовая средняя зарплата, которая сегодня у вас повар сколько получает, если не секрет? Зависит от категории, от разряда. Порядка 50 получается. Нормально, 55, в принципе, конкурентоспособны. Может быть, 55. Но сегодня самое главное, каждый из управленцев поняли, что всегда это было, но сегодня только поняли, что если внешний клиент – это наш гость, и есть теперь, оказывается, внутренний клиент, это наш сотрудник. Команда, да? И сегодня мы все про людей.
Если есть неудовлетворенный сотрудник, будут неудовлетворенные гости. Поэтому мотивация к сотруднику, она сегодня применяется практически везде, если мы говорим о сохранении команды, о том, чтобы не искать кадры, не бегать. И там, где это получается, там есть команды сформированные, они работают вот 3 года, уже 4 года работают и не меняются. При том, что по рынку у них зарплата ниже. А есть компании, которые дают вообще колоссальные зарплаты, то есть они рублем перебивают, так скажем, но у них есть текучка. Но они тоже понимают, что сегодня эти методы уже не работают, потому что, правильно Вячеслав сказал, сегодня ребята приходят ради интереса. Им важен бренд компании. Если это сильный бренд, они будут работать и с меньшей зарплатой. Если там лояльны к сотрудникам, если там есть интересная история, они будут работать. И вот сегодня мы каждый ресторан, каждое предприятие разрабатывает прямо под внутреннего клиента. Отдельно, наверное, уже скоро будем в штат вводить маркетолога, который будет работать. У нас есть менеджер по счастью. То есть человек, который занимается непосредственно счастьем наших сотрудников. Чем он осчастливливает? Чем осчастливливает? Во-первых, он беседует. Есть понятие индекс счастья на нашем предприятии. Его замеряют, опрашивают и, соответственно, выявляют потребность ребят, в чем мы где-то проседаем, да, где-то, возможно, менеджеры пережимают, где-то мы там что-то где-то подзабыли в каких-то моментах. Вот это все выявляется и, соответственно... Потрясающая запись в трудовой книжке «Менеджер по счастью». Мне кажется, вот многие помечтали об этом. Вот, Роман Михайлович, сейчас сказали поколение зумеров. Каким образом это поколение сегодня, в принципе, может поддержать промышленность? То есть это другое поколение, оно не в состоянии, ну вот может быть, вот даже там 41, да, а это 18-23. Люди на что, чем мотивируете это? Почему не в состоянии? То есть ну, кроме IT. Ну, я считаю то, что, вот опять же, это какой-то стереотип, и это, наверное, мы тоже жертвы какой-то вот внешней информации, которая в интернете, по телевизору идет. По личному опыту даже скажу. Те ребята и девушки, которые приходят на производство, они ничем не хуже тех, что были 10 лет назад, 20 лет назад, а даже, может, еще и лучше. И вот хотел, пользуясь случаем, сказать вот слова благодарности руководителям предприятий, которые вот проводят такую вот большую работу, честь мы вот здесь услышали, то есть, чтобы человеку было интересно работать. Да, теперь молодежь, они больше смотрят на себя. Да, если мы все понимаем, были коммунистические стройки, за идею поднимали целину и так далее. То есть вот этот. Сейчас молодежь смотрит, конечно, на себя. И предприятия тоже под них подстраиваются. То есть делают, чтобы им было интересно, чтобы был КВМ. Внутренний клиент, очень хорошая появилась терминология. Чтобы было и поработать, отдохнуть, и кто-то же работает и сверхурочно, и 12 часов. И плюс я еще хотел сказать, вот мы сейчас говорим о привлечении кадров, кого-то привести, кого-то воспитать, но предприятия сейчас очень вкладываются в цифровизацию, в роботизацию. Условия труда сейчас совершенно другие. И то есть, чем меньше задействовать человеческого ресурса, это тоже влияет как бы на кадровую потребность. И плюс становится комфортно работать на новом оборудовании. Новыми технологиями. А если с новым оборудованием, да еще и менеджер всегда рядом, менеджер по счастью рядом, еще и красивый. Это не работа, а сказка. 5 минут до конца эфира, буквально коротко, одним словом, что нам нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Нужно повышать привлекательность рабочих мест и поднимать престиж профессии. Галина Михайловна. Заботиться о наших сотрудниках, так как мы заботимся дома о своих детях. В чем заключается забота, Галина Михайловна? Выявлять их проблемы, их запросы, их потребности и максимально в разрезе доступных удовлетворять эти запросы, потому что они проводят на работе большее количество времени, и если им там некомфортно, то никакая зарплата никого не удержит. Вячеслав Артурович. Ну, это очень такой сложный вопрос, что нужно сделать. Какие-то шаги же есть? Я считаю, что глобально нужно обратить внимание нашим законодателям на этот вопрос. Этот вопрос находится на стыке нескольких министерств, я считаю лично. Наши представители Татарстана, которые в Госдуме находятся, вот они должны быть ближе к этой проблеме. Я сейчас говорю о том, что нужно чаще встречаться с предпринимательством, выявлять эти проблемы все. Потому что на сегодняшний день, я считаю, нужно строить жилье,
нужно облегчать миграцию. То есть да, очень много факторов. На стыке очень многих министерств находится этот вопрос. Нужно собирать круглые столы и конкретно решать этот вопрос. Потому что сейчас очень много разговоров, а дела пока нет. Конечно. Ну, потому что вот резко мы оказались в какой-то этой ситуации. Вот немножко тонущей лодки. Да. 14? Да. Разрешить работать с 14 лет. Кстати, я не сказала, как телезрители проголосовали. 75% говорят, что очень нужны сотрудники, то есть телеаудитория соглашается, 15% работают на себя, и 10% говорят, все вакансии заняты. То есть что телевизионная, что интернет-аудитория, мы видим, что срез примерно одинаковый. Тимур Фагимович, какой главный шаг должен быть сейчас дальше? Ну, на мой взгляд, больше работать с молодежью в этом направлении, потому что те ресурсы, которые мы уже из числа взрослого населения есть, мы и так уже задействовали. То есть мы их исчерпали, нужно готовить следующих. Да, ну и к работодателям надо быть готовым к, скажем так, готовым к трудоустройству уязвимой социально защищенной категории. Так. В этом плане работу с инвалидами не надо исключать. Это такие же люди, но с определенной нозологией. Они в целом, их можно посадить и за компьютер, они могут работать за компьютером. Тимур Фагимович, извините, ближе к концу, значит, и усилить работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, да? То есть рассматривать этот вариант работодателем. Амир Дмитриевич. Ну, очень важно, наверное, информационный фонд рассказывать о человеке труда. То есть популяризация. Вот, популяризация. Родион Михайлович сказал, нужно со школьной скамьи, с садика работать, но нужно еще работать также и с родителями. Многие родители не знают, что у нас есть такие уникальные, шикарные предприятия с хорошими условиями, с высокой заработной платой. Из интернета вывели детей, в принципе, рассказывали, что вот вокруг это все создается руками сейчас человеческими. Очень много есть, где быстрый заработок можно заработать, но чтобы рассказывали о стабильности, о развитии и получении профессии. Хорошо, спасибо. Законодатели, родители привлекли. Артур Сергеевич, очень коротко, пожалуйста. Производительность труда. Так. Это, наверное, первое, что сейчас можно оперативно сделать, и индивидуальный подход к каждому человеку. Вот то есть менеджер, по счастью, нужен всем. Практически. Родион Михайлович, коротко дай итог, пожалуйста. Да, в принципе, коллеги все сказали, я со всеми 100% согласен. И еще раз говорю, что это большая, кропотливая работа, которая зависит от каждого из нас, которые здесь, которые по ту сторону экрана, да. Поэтому хотел обратиться к потенциальным, работайте у нас на предприятии. Хорошо, спасибо большое экспертам. Пусть каждый найдет себе хорошую работу. Работодатели у нас замечательные, как сегодня мы увидели в студии. Всего доброго, до свидания.